Утечка мозгов нанесла ущерб экономике Таджикистана в размере около 80 миллиардов долларов. Или как Эмомали Рахмон скоро развалит Таджикистан. Подписывайтесь на обновления, точно будете в курсе всего самого важного. Утечка мозгов нанесла ущерб экономике Таджикистана в размере около 80 миллиардов долларов. Тем не менее, в стране не предпринимается никаких мер, чтобы обратить вспять этот процесс. Между тем, Россия приглашает высококвалифицированных специалистов и предоставляет им лучшие условия. Потеря одного специалиста эквивалентна 300 тысячам долларов. Размер общего ущерба от выезда специалистов за пределы страны был озвучен на круглом столе «Ситуация с кадровым обеспечением в сфере образования и здравоохранения», который состоялся в Душанбе на прошлой неделе. Анвар Бабоев, заведующий сектором миграции населения, отдела демографии Института экономики и демографии Академии наук Республики Таджикистан, сказал: расчеты по методике ООН показывают, что потеря одного специалиста обходится государству в 300 тысяч долларов. И получается, что ущерб от выезда за пределы страны 266 тысяч кадров составил 79 миллиардов 800 миллионов долларов. На круглом столе было сказано, что львиная доля утечки мозгов приходится на сферу медицины, и десятки тысяч таджикских медиков сейчас работают в России и пользуются льготами этой страны. Было отмечено, что они уехали из страны не только из-за низкой зарплаты, но и из-за других обстоятельств. Саид Абдулазада, представитель Таджикского государственного медицинского университета, сказал: опрос врачей, выехавших за пределы страны, показал, что одной из причин их выезда является пристальный надзор за их деятельностью со стороны контролирующих и силовых структур. Сегодня самой уязвимой частью общества стали врачи и учителя. Проверки в рабочее время – это неправильный подход. Процесс выезда таджикских врачей набирает обороты, так как, по их словам, с каждым годом их проблемы только растут. Считаю, что основная причина, по которой врачи покидают Таджикистан и устраиваются на работу в городах и регионах России и других стран, заключается в низкой заработной плате. Во-вторых, много всяких необоснованных проверок со стороны пожарных, санэпидемстанций, государственной фармацевтической службы и тому подобное. Эти проверки проводятся в рабочее время, что неправильно, говорит Хуршед Зарипов, таджикский врач, проживающий в России. В настоящее время в Таджикском государственном медицинском университете не хватает более 100 преподавателей, то есть тех, кто должен воспитать новое поколение медицинских работников. Утечка врачей из страны приходится в то время, как в большинстве регионов в самом Таджикистане не хватает медицинских кадров. В 2020 году власти сообщали о нехватке более 6 тысяч врачей и медсестер в стране. Хотя президент страны Эмомали Рахмон в своем послании в декабре 2021 года сказал, что за последние 30 лет было подготовлено 187 тысяч медицинских кадров высшего и среднего звена. Участники круглого стола в Душанбе назвали сложившуюся ситуацию не кризисом, а катастрофой. Они считают, что для решения проблем в сфере образования и здравоохранения необходимо провести срочные реформы с привлечением международных экспертов и партнеров по развитию. Также прозвучало предложение основательно повысить заработную плату работников сферы медицины и образования и назначить специалистам льготы. Но мы сейчас говорим только об одной, максимум двух сферах. А сколько таджиков уезжает из других сфер и сколько теряет наше государство, просто не предоставив хорошие условия. Как вы к этому относитесь? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.